Великий русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 года. С раннего детства Пушкин рос и воспитывался в литературной среде, так что можно с уверенностью сказать о том, что его будущее было предопределено. Отец Александра Сергеевича был ценителем литературы, имел большую библиотеку. Дядя был известным поэтом, в гостях у которого часто бывали многие известные деятели литературы того времени. Огромное влияние на будущего поэта оказала его няня, Арина Родионовна, которую поэт будет вспоминать всю свою жизнь и посвятит немало литературных произведений. В 1811 году отец и дядя решают отправить Пушкина в только что открывшийся Царскосельский лицей. Роль лицея в становлении личности трудно переоценить, именно там он начал писать свои первые стихи, познакомился и подружился с такими знаменитыми в будущем людьми, как Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг и многими другими. В 1814 году было опубликовано первое стихотворение тогда еще 15-летнего Пушкина к другу-стихотворцу. После окончания лицея в 1817 году Пушкин не вернулся в Москву, а переехал в Петербург, где поступил на службу в коллегию иностранных дел, и был зачислен на службу в коллегию иностранных дел. И уже через 3 года, Пушкин дописывает свою знаменитую поэму «Руслан и Людмила». За распространение эпиграмм на различных людей, вольных стихов, в 1820 году Пушкина отправляют в ссылку. В ссылке, в 1823 году поэт садится за написание романа «Евгений Онегин», который принесет ему в будущем великую славу. За 4 года ссылки Пушкиным были написаны такие романтические южные поэмы, как «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья-разбойники». В 1824 году поэт находился в ссылке в своем имении, в селе Михайловское. Там он продолжал работу над Евгением Онегиным, писал Бориса Годунова, стихотворения. Находясь в ссылке, Александр Сергеевич узнает о восстании друзей-декабристов, многие из которых впоследствии были казнены и отправлены в ссылку. 4 сентября 1826 года Николай I вызвал Пушкина в Москву, но свобода, дарованная царем, была недолгой. Уже в 1828 году вышло постановление Государственного совета о надзоре над Пушкиным. В этом же году он самовольно уехал на Кавказ, где служили его друзья. В 1830 году Пушкин посватался, а в 1831 году женился на Наталье Гончаровой. Перед женитьбой он уехал в имение в Болдино, где вынужден был задержаться из-за карантина. Этот период в творчестве Пушкина называют «Болдинской осенью», в течение которой он написал большое количество литературных произведений самых разных жанров, такие как «Дубровский», «Капитанская дочка» и многие другие. 9 февраля 1837 года Пушкин стрелялся на дуэли с Дантесом, был смертельно ранен и скончался 10 февраля в